Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня вторник, 5 июня, и мы рады вас приветствовать. Светлана Звонарева. Влад Портнов. Сегодня Всемирный день окружающей среды. Отмечается он в этот день не случайно. 5 июня в 1972 году начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды. В этот день звучат призывы оберегать природу и сохранять полезные ресурсы. Ну а сейчас подробнее о том, о чем мы еще будем говорить в этот вторник. Советы юриста взяли, а отдать не смогли. Что нужно знать о микрозаймах? Приятного аппетита! Готовим оригинальный суп гаспачо. Без рецепта. Можно ли вылечить остеохондроз? Ну и начнем программу с сюжета на тему, о которой говорили в самом начале программы. Как в Казани отметили Всемирный день окружающей среды, сейчас узнаем. Сделать из субботника настоящий праздник – это под силу Денису Ирисову и его команде. А еще организовать квест за небольшое количество времени участвующим нужно было собрать как можно больше мусора. Такие креативные уборки территории проходят уже второй год. К ним может присоединиться каждый желающий. Где-то, наверное, лет 5 назад мы с друзьями ходили в поход, и там я обратил внимание на мужчину, он ходил по поляне и что-то собирал. Вот, я думаю, что он делает. И потом я обратил внимание, что он, оказывается, собирает мусор. То есть для нас это было, таким сигналом. Что-то внутри щелкнуло, и мы такие подумали: слушайте, какой молодец. И вот этот пример, он побудил нас тоже это делать. Экологическое благополучие окружающей нас среды начинается с каждого из нас. Есть несколько простых способов борьбы с мусором. Например, берите с собой в магазин пакет, а не покупайте новый. Ведь один пакет можно использовать несколько раз. Желательно носить с собой кружку, а не пить из одноразовых стаканчиков. На подарочной упаковке тоже можно экономить. Люди, которые участвуют в этом замечательном квесте, они и получают заряд энергии в том смысле, что они гуляют по лесу, дышат свежим воздухом, несмотря на то, что здесь побывали какие-то люди и насорили, но мы этот мусор уберем, да, и, возможно, это люди, которые сорят, в следующий раз присоединяются к нашей инициативе, возможно, некоторым станет стыдно, и мы будем беречь нашу планету, мы будем стараться быть по-настоящему красивыми людьми. Итоги субботника впечатляют. 50 человек всего за несколько часов собрали 101 большой пакет мусора. И это только начало. Во Всемирный день окружающей среды мы хотим вам напомнить, что главное – беречь и любить то, что нас окружает. А в стремлении сделать чище землю нужно начинать с себя. Казань действительно славится своими мероприятиями, фестивалями, акциями. И сейчас об одном таком событии поговорим с Диной Латфулиной, руководителем Казанской ратуши. Доброе утро. Доброе утро. Дина Анваровна, отель «Де Виль», музыкальный фестиваль «Отель Де Виль» в Казанской ратуше. И сегодня закрытие, да, к сожалению, да? Не сегодня, закрытие фестиваля у нас 7 июня. Ага. Это фестиваль зимний, но так уж получилось, что мы его закрываем летом. То есть он начался зимой или как? Или да, просто в этом году так вот получилось? Нет, это зимний фестиваль ежегодно, уже 3-й сезон он проходит в Казанской ратуше. Дин, буквально на секунду, мы сейчас прервемся, исправим все технические неполадки и продолжим. Внимание, сейчас сюжет. Вернемся буквально через минутку. 80 лет забвения и запустения. Храм был построен в 1741 году и закрыт сразу после революции. Уцелевший чудом, он долгое время был зданием ПТУ, а затем коровником. Теперь возрождается, трудно, но верно. Церковь села Русские Козыли. Путь сегодня на ТНВ. Ты Чингачгук из племени Магикан, и ты Якамон из племени Делаваров. Силой, ловкостью и отвагой вы должны заслужить право ввести в свой вигвам красавицу Уа-Тауа из племени Делаваров. Съемки пейзажей Северной Америки в этом фильме проходили в Ивановской и Владимирской областях. Именно здесь были сняты сцены с заповедными озерами. Ну и, конечно, кому не знакомы отважный Чингачгук и борьба индейцев за свободу и независимость. «Зверобой» сегодня в 21:00 на ТНВ.
Вихрь эмоций, напряжение скорости, радость победы, слезы поражения. Второй этап чемпионата Татарстана по картингу. Видеоспорт сегодня в 23:05 на ТНВ. Продолжаем. Да, в Казани, как всегда, вернее, у нас на ТНВ, как всегда, много интересных программ, Да. впрочем, как и в Казани в целом. И вот об одном таком событии мы поговорим с Диной Латфулиной, руководителем Казанской ратуши. Дина, еще раз здравствуйте. Еще раз Попытка номер 2. Итак, мы остановились в отель «Де Виль» в Казанской ратуше. Фестиваль закрывается вот-вот на днях. Да, 7 июня этого года. Да, вот какова концепция этого фестиваля? О чем он? Это только французский джаз или не только? Конечно же, нет. Это зимняя резиденция летнего фестиваля. Сейчас он проходит в Кремле. Это совместный проект наш с Ольгой Скепнер. Так как летние площадки, они действительно открытые, заполненные, и это всегда нехватка такой вот летних мероприятий. А на зиму немножечко такое затишье в джазовом мире. И у нас возникла идея открыть фестиваль в Казанской ратуше. И это как раз вот зимняя резиденция летнего фестиваля джазового. Соответственно, он у нас и проходит зимой. Но в этом году исключение, так как весь мир живет в преддверии чемпионата мира по футболу. И к нам обратилось посольство Франции в России с предложением, чтобы музыканты из Франции выступили на нашем фестивале в Казанской ратуше. И, конечно же, это должно было быть ближе к чемпионату, для того, чтобы казанцев познакомить не только с игрой французской команды, которая будет играть 16 июня на Казан-арене, но и познакомить с французской культурой. Было бы здорово, если бы они под французский джаз еще играли бы на Казан-арене. Это мои фантазии творческие. В чем главная особенность нынешнего фестиваля? Вообще фестиваль особенный в принципе, потому что наш фестиваль проходит в необычном здании. Казанская ратуша – это памятник архитектуры XIX века, это бывшее дворянское собрание. Это всегда было центром культурной жизни горожан, это всегда был центр политической, бизнес-элиты во все времена, как и 170 лет назад, так и сегодня. Стены Казанской ратуши слышали голос Федора Шаляпина, Собинова, там играл Рахманинов, Скрябин. Это был один из лучших залов нашего города. Ну и остается, будем надеяться. Да, конечно, и остается, но понятно, что со временем появились такие красивые концертные залы, как Большой концертный зал, это наши соседи, да. Вот. Но, тем не менее, мы возрождаем традиции былых музыкальных салонов. И несмотря на то, что все-таки в Казанской ратуше очень плотный график проведения мероприятий, вы знаете, что это представительское здание мэрии города, там заседают депутаты городской думы, решаются вопросы городские, как и раньше, проходят различные форумы, награждения, презентации, пресс-конференции. И вот в этом плотном графике мероприятий, конечно же, мы находим время для того, чтобы проводить такого рода мероприятия. Во-первых, это самая основная наша задача была еще вести не только просветительскую деятельность, но и для того, чтобы здание было доступно для горожан и туристов. Да, это очень важно. Ну и в продолжении темы закрытия третьего сезона выступает коллектив, вернее, даже так, не коллектив. Джаз-бенд. Джаз-бенд, да, джаз-бенд, Old and New Songs. Поправьте, если мы в чем-то ошибаемся. Да, действительно, как мы уже вот говорили, да, это специальный такой приезд гостей из Франции. Это 4 уникальных музыканта, которые очень известны в джазовом мире. И объединились они для создания альбома, который называется Old and New Songs. Это старинные французские мелодии в новые джазовые интерпретации. Как говорят сами музыканты, это не ностальгия по прошлому, это всего лишь те приятные детские воспоминания, которые приходят и сейчас, но их хотелось подать уже в новом виде, в новом совершенно звучании. И вот с этими своими воспоминаниями, с своим творчеством они приедут, чтобы поделиться с нами, с казанской публикой. Мы желаем долгих лет фестивалю «Отель Де Виль». Да, успех у вас уже есть, судя по тому, что билетов нет, как да, вы выяснили. Да. Значит, спрос огромен, и это радует. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили на утреннюю передачу. Спасибо вам, что пришли. Больше людей теперь знают о ней. Хорошего дня. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Оставайтесь на ТНВ.
И снова здравствуйте. Настало время узнать, что нам обещают звезды. Гороскоп. Итак, Овны. Этот день звезды рекомендуют посвятить решению проблем в личной жизни. Возможно, ухудшение отношений с близкими, которые вас в очередной раз не поймут. Тельцы. Сегодня вы невероятно психологически напряжены и прямо-таки готовы взорваться. Сдерживайтесь. Если вы стремитесь к переменам, то они начнутся как раз сегодня. Близнецы. Сегодня не исключены плохие новости, связанные с работой. Это может повлиять на ваше здоровье и настроение, поэтому постарайтесь психологически подготовиться ко всему этому. Предупредили. Рак. Благоприятный день во многих отношениях, вероятно, успешное завершение дел и стремительное развитие новых. Сейчас важно сконцентрироваться на главном и начинать действовать. Даже совсем примитивная работа львам сегодня покажется утомительной. Не огорчайтесь, завтра все пойдет по-другому. Обратите внимание на окружающих вас людей. Близкие давно ждут вашего внимания. Сегодня многие девы будут ощущать тревогу за будущее, но стабильность в финансах не должна вызывать никаких сомнений. Радуйтесь, а не переживайте. Ну что ж, а мы продолжаем, и теперь время поговорить о самом важном, о здоровье. Куда шея повернет, туда и голова, говорят в народе. А что, если повернуть шею больно? Такое бывает при шейном остеохондрозе, который может привести к грыже. Травмируется участок шейного отдела. Последствия очень опасны. Это различные неврологические заболевания. Это повышение артериального давления. Это нарушение питания головного мозга кровью, кислородом. Возникают гипертонусы в различных участках мышц, как грудино-ключично-сосцевидные мышцы, мышцы спины, трапециевидные мышцы. И эти все гипертонусы, то есть перенапряжение мышечной ткани, приводят к спазмам или к нарушению кровообращения. Для профилактики и лечения этой болезни полезны и эффективны упражнения. Основных два вида упражнений – это динамические и изометрические упражнения. Первый – это малые движения с медленным поворотом, расслабленные мышцы, и мы их вытягиваем, мы их тянем медленно, 5-6 секунд тянем, возвращаем в исходное положение. Упражнение 2. То же самое можно делать, наклоняя шею вперед и надавливая на большие пальцы рук. Но также есть вторая группа, это статические упражнения. На лоб, перекрест, та же самая. И мы пытаемся преодолеть напряжение верхнего плечевого пояса мышцами шеи. То есть мы как бы закачиваем мышцы шейного отдела позвоночника. 5-6 секунд и опять отпускаем, расслабляемся и опять давим. Упражнение 4. Ладони на затылок и надавливаем головой на них. Медленно напрягаемся и расслабляемся. И еще 5-6 раз. Тут очень важно правильное дыхание. Дыхание должно быть свободное, произвольное, без натуживания, без задержки, без спазмов дыхательных. Упражнение 5. То же самое, только в стороны. Одной ладонью надавливаем и расслабляем. И в другую сторону. 30% головных болей – следствие шейного остеохондроза. Эти упражнения гарантированно избавят вас от них. Только стоит делать их очень медленно и постоянно. Ну что ж, о полезном поговорили, теперь поговорим о полезном и вкусном. Лето на дворе, и наш рецепт сегодня как раз рассчитан на жаркую погоду за окном. Предлагаем приготовить острый охлаждающий суп гаспачо. Ну и надеемся, что рецепт станет актуальным в самые ближайшие дни. Для приготовления гаспачо вам понадобится 5 спелых томатов среднего размера, 1 красный сладкий перец, 3 маленьких свежих огурца, половина луковицы, 1 половинка жгучего перца чили, 150 мл оливкового масла, 30 граммов молока, это 1,5 столовой ложки, и полная столовая ложка белого винного уксуса. Приступим к приготовлению. Томаты нужно разрезать на четвертинки и вынуть семечки. Сладкий перец также нужно очистить от семян и нарезать кусочками.
С огурцов снять кожуру, разрезать пополам и при помощи ложки вынуть семена. Лук нужно порезать кубиками. Перец чили разрезать пополам, очистить от семян и мелко нарезать. Все продукты выложить в миску, добавить масло, молоко и уксус. Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 1,5 часа. Чтобы блюдо не заветрилось, накройте его пищевой пленкой. Через 1,5 часа все переложите в чашу блендера и измельчите в течение 2 минут. В готовое блюдо соль и перец добавьте по вкусу. Гаспачо подавайте с жирными сливками и гренками. Приятного аппетита! Это, наверное, вкусно, но я предполагаю, что это нельзя детям есть, потому что остренькое. Да, у детей есть более приятные вещи. Вы, как всегда, по вторникам мы готовы представить вам мнение малышей о волнующих их вопросах. Ну и вот их очередные рассуждения. А вы знаете, почему звезды горят ночью? Мы сейчас расскажем. Звезды похожи на маленькие лампочки, а лампочки днем не работают, потому что и так светло. Лампочки включают люди, а звезды сами включаются, когда видят, что на Земле темно. Звезд так много, потому что Земля огромная. И одной звездочки не хватит, чтобы осветить нашу Землю. Звезды – это наше желание. Если прилетят они нам днем, их не будет видно. А ночью темно, и можно увидеть каждую звездочку. И можно выбрать самую красивую звездочку и загадать желание. И желание сбудется через 1 день. Я это точно знаю. Звезды на небе выстраиваются с разными фигурками. Собачкой, кошкой, летучим змеем, ковшиком. И можно их увидеть на телескопе. Они не умеют летать. Они висят в воздухе. И блестят, как блестки, и показывают, куда надо идти. Звезды – это кусочки солнышка, и они светят только ночью. И они висят так высоко, чтобы их не достал человек и не сломал, потому что они всем нравятся. Но если их взять в руку, тогда можно попасть в больницу или умереть. А когда звезды болеют, им помогают фонари, они их помощники. Ну, от звезд небесных перейдем к звездам из человеческих, да, к земным. Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе. Так утверждают многие американские... Подожди, не радуйся. Так утверждают многие американские издания, ссылаясь на источники из близкого окружения пары. Якобы они так и не смогли подписать бракоразводные бумаги и решили, что созданы друг для друга. Да потому что они имущество еще не могут поделить. Ну, впрочем, тут же последовали опровержения этой новости, что якобы они просто физически не могли встретиться для примирения, потому что находятся на съемках, проходящих на разных континентах. Так это или нет, мы в скором времени узнаем, но если любовь все-таки восторжествовала, это счастье, я буду рада за них. Ну и наша программа также продолжает сюжет о счастливых людях. У страны есть будущее только когда есть преемственность поколений, когда молодые люди ценят и берегут все, что делали их предки, когда почтение и уважение к старшим определяют поступки юношества. Тогда счастливы все, от мала до велика. В Казанской гимназии номер 180 прошел 2-й конкурс-фестиваль «Счастливое детство в нерушимой отчизне». Об этом событии мы и хотим рассказать.
Патриотизм – это та вещь, которую нужно в детях сейчас культивировать, воспитывать с самых маленьких возрастов на самом деле. Потому что сейчас в умах разброд и шатание, а любовь к родине, на мой взгляд, нашего поколения, это самое важное, потому что без которого потом базис другой строить будет невозможно. Конкурсные работы были представлены в 4 номинациях: художественное слово, вокал, хореография и рисунок. Каждый ребенок передал свое отношение к Великой Отечественной войне. То, что к этой теме уже несколько лет подключается общественная организация и общественная организация многодетных семей, это особенно значимо. Мы сейчас видим только некоторые работы, но каждая из них просто действительно удивляет своей проникновенностью в тему. На гала-концерт были приглашены участники Великой Отечественной, труженики тыла, бывшие узники концлагерей. Они поделились с ребятами своими воспоминаниями о войне, рассказали, как работали, обеспечивая нужды фронта, как радовались победе. Сижу и плачу. Плачу, смотря на этих детей. Это наше счастье. Мы ради этого жили, ради этого старались и работали. Величайшее священное дело начали восстанавливать правду о Великой Отечественной войне. Нужно, чтобы все-таки поколение не забывало, что пришлось пережить, какие были трудности, какие были невзгоды, и не допускать, чтобы это повторялось. Нелегкая задача стояла перед членами жюри – выбрать лучших из лучших. Но победители определены, и зрители насладились их творчеством. Очень много талантливых, ярких, поющих детей. Очень хорошо, что дети поют патриотические песни с удовольствием о родном крае, о родной стране. Конкурс замечательный, очень хорошо организованный, дети остались довольны. Это очень хорошо, когда дети понимают то, что это было очень плохо, когда была война, и радуются то, что у нас мир сейчас. Очень понравилось, потому что Олимпиада действительно существует для детей предметная, а такие творческие конкурсы, их очень мало. Конкурс «Счастливое детство в нерушимой отчизне» стал хорошей традицией, которая не должна прекращаться. Будьте счастливы! И снова здравствуйте! Сейчас хотим показать вам настоящее украшение Казанского парка «Черное озеро». Теперь здесь живет пара черных австралийских лебедей – Зигфрид и Адилия. Птиц привезли из Краснодара. Сейчас им примерно год. Посетители парка просят, во-первых, любоваться, а во-вторых, подкармливать лебедей только растительной пищей. Мелко нарезанные белокочаны или китайской капустой, морковью или свеклой. Да, вот целое меню такое. Я думаю, что это самое главное. Это самое главное, потому что, набросают опять булок каких-нибудь. Что-нибудь, что нельзя, в общем. Ну а что, лебеди будут такие? Заболеют чем-нибудь. Не надо. Пускай они будут здоровые и красивые. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь к требованиям. Да, а чтобы вдоволь можно было налюбоваться, действительно с удовольствием гулять, любоваться замечательной природой, замечательными животными. Парком «Черное озеро» нужно узнать погоду. Итак, сегодня в Казани тепло, температура около 24 градусов. Но в течение всего дня облачно и временами дожди. Кроме этого, сильный ветер и местами по Татарстану снова штормовое предупреждение. Поэтому будьте когда аккуратны, собираетесь выходить из дома, не забудьте взять с собой зонты. Внимательно посмотрите на небо и подумайте, а стоит ли выходить из комнаты, собственно. Если вас заинтересовали сюжеты интервью или какие-то нужные советы, добро пожаловать на наш сайт tnv.ru. Также нас можно найти в YouTube. И, конечно же, наша страница ВКонтакте. ВКонтакте тоже утренняя программа «Здравствуйте». Там мы можем с вами пообщаться, вы задаете вопросы, предлагаете идеи, а мы к ним прислушиваемся. Сейчас вас ждет небольшой блок рекламной информации, ну а дальше вы узнаете, что стоит учитывать, если вы решили взять так называемый микрозайм. А также, как сделать маски из имбиря для разных типов волос. Дождитесь нас. И снова здравствуйте. Наша программа продолжается. Сейчас обещанные советы юриста. Стоит ли брать микрозаймы и что будет, если вы не сможете вернуть этот долг? Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Микрозаймы. Для кого-то это последний шанс на спасение, а для кого-то это
возможность заработать. Что же такое микрозайм с точки зрения закона? Микрозайм – это займ, выдаваемый заимодавцем-заемщику на условиях, предусмотренных договором займа. Срок такого договора обычно варьируется от 10 дней до 3 месяцев. Статус микрофинансовой организации может быть у юридического лица, зарегистрировавшей себя в форме фонда, автономной некоммерческой организации, товарищества. Гражданин для получения микрозайма должен иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС. Некоторые микрофинансовые организации требуют подтверждения заработка, а именно 2 НДФЛ. Но это лишь для той категории лиц, которая сумма займа обычно составляет около 30 тысяч рублей. Что касается ограничений начисления процентов на непогашенную задолженность, то она составляет двукратную сумму непогашенной задолженности. На что имеет право микрофинансовая организация в случае невозврата долга? В случае невозврата долга микрофинансовые организации схожи с банковской системой. Они также обращаются в судебные органы для взыскания задолженности с должников. Далее, уже с решением, вступившим в законную силу, они обращаются к судебным приставам для принудительного взыскания долга. Руслан Эмильевич, спасибо за небольшой юридический ликбез. Ну а сейчас советы, которые пригодятся любой женщине. Смотрите, запоминайте. Сегодня мы поговорим о масках на основе имбиря. Благотворное воздействие этого корня на волосы обусловлено набором питательных веществ, которыми он богат. Белок, входящий в его состав, не дает разрушаться структуре волоса под воздействием негативных факторов. Магний, фосфор, калий, цинк, железо и кальций, насыщая волосы, улучшают качество жизнедеятельности тканей и клеток. Эфирное масло, содержащееся в имбире, помогает бороться с перхотью и обладает лечебными свойствами. Аминокислоты придают локонам блеск и упругость. И, наконец, гингерол, отвечающий за тот самый горьковатый привкус, улучшает кровообращение в тканях, укрепляет сосуды и помогает стимулировать рост волос. Мы покажем вам, как сделать 4 разных маски для разных типов волос. Для каждой маски нам понадобится свежий очищенный имбирь. Снять кожицу проще всего можно с помощью обычной ложки. Затем очищенный корень натираем на терке и процеживаем. Для жирных и комбинированных волос смешайте в равных пропорциях имбирь и мед. Для волос, склонных к сухости, делайте маску из яичного желтка и такого же количества имбиря. Для тех, кто хочет усилить блеск своих волос, мы рекомендуем делать следующую маску. Смешайте в равных пропорциях измельченный и процеженный имбирь и масло жожоба. И, наконец, последняя маска для роста волос состоит из 2 простых и доступных компонентов – репейного масла и имбиря, смешанных в пропорции 1 к 1. Обращаем ваше внимание на то, что существует ряд правил и мер предосторожности, которых следует придерживаться при использовании имбирных масок. Первое. Наносить смесь стоит перед мытьем волос на слегка влажные волосы. Второе. Не стоит интенсивно втирать маску в корни волос, достаточно легкого нанесения. Третье. Время выдержки маски 10-15 минут. Этого вполне достаточно для эффективности, не передерживайте. Четвертое. Наносите маску сразу после приготовления. Тертый имбирь быстро теряет свои свойства. Пятое. Выдерживайте маску под воздействием тепла. Для этого используйте пищевую пленку или пакет, а наверх махровое полотенце, платок или шапку. Шестое. Периодичность процедур 2 раза в неделю при лечении или отращивании волос и 1 раз в неделю для профилактики. Седьмое. Спустя 2 месяца регулярного применения стоит сделать перерыв на 30-40 дней. Восьмое. Обязательно тестируйте смеси для масок на небольшом участке кожи. Любите себя, ухаживайте за собой и помните, вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. До встречи в новых выпусках. Доброе утро! И в нашей студии очередной гость Ольга Костюк, зав. Отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа. И что еще для меня как-то звучит волшебно, хранитель коллекции драгоценностей. Здравствуйте. Доброе утро. Ольга Григорьевна, значит,
выставка к нам приехала, которая, чтобы не соврать, сейчас процитирую название. «Царские подарки, шедевры ювелирного искусства из собрания Государственного Эрмитажа». Что будет на ней представлено? Расскажите, пожалуйста. Как вы поняли из названия, на ней представлены царские подарки. Ой, у меня сейчас фантазия просто разыграется. Подарков много было. Что это будет? Здесь будут драгоценности, которыми либо дарили наши императоры своим партнерам, либо, наоборот, получали в дар. Здесь есть государственные подарки, есть частные подарки, есть подарки, которые получали после завершения очередной миссии, есть какие-то статусные подарки. Все, что характеризовало определенные этапы межгосударственных отношений, например, вот, и личных. Ага, вот, например, что вот? Например, в начале XVIII века, когда Петр I основывает новую русскую столицу Петербург, не было еще наградной системы. И применялись такие так называемые жалованные портреты. То есть портрет государя в обрамлении бриллиантов или на какой-то ленте. И он, этот орден, то есть этот портрет как орден, был статусным знаком, которым награждали за особые заслуги. То есть и такие тоже один из таких представлен на выставке. Это, пожалуй, самый ранний предмет, который... Самый ранний, наверное, самый драгоценный, я так думаю. Ну, нет. Или мы здесь стоимость, ну, как бы не берем в Конечно, расчет. мы будем говорить о художественных достоинствах. Много замечательных вещей. С Петром I связано еще несколько предметов. Например, 2 табакерки. Одна табакерка, которую он получил в дар от Августа Сильного, короля Саксонии, а другая табакерка, которая тоже во время Петровского правления была подарена жене русского посланника в Париже. И внутри ее вставлен портрет Людовика XV и Марии Лещинской, его супруги. Таких табакерок было сделано несколько, специально по случаю свадьбы вот этой царственных персон. И друзья или важные персоны были награждены такими знаками, поэтому одна из них и попала в Эрмитаж. Мы знаем, что есть еще один экспонат. Мы выяснили, что он вроде как самый уникальный. А в чем его уникальность? Да. Надеюсь, что вы нам расскажете. Ларец Александра II. В чем особенность? Ларец действительно замечательный, как вы правильно сказали. Его особенность, что он, во-первых, в смысле художественных достоинств, он повторяет, вернее, имеет в своей основе как бы реминисценции на эпоху Возрождения, и поэтому он сделан в XIX веке, но с памятью о Возрождении. Сделан он через год после свадьбы дочери Александра II Марии Александровны и второго сына королевы английской Виктории. Когда Александр II поехал навестить ее через год после свадьбы, он дал прием в лондонском Сити. Лондонская Сити наградила его вот этим ларцом с замечательным изображением вот этой вот самой церемонии приема русского посланника. И, к сожалению, этот ларец, не думаю, что самый уникальный, хотя, конечно, замечательный. И своего времени, может быть, один из блестящих, и был на специальной яхте «Держава» привезен в Петербург. Но у нас есть, на мой взгляд, например, один из самых замечательных предметов. Это ручное зеркало, которое было подарено императрице Елизавете Петровне, дочери Петра I, от турецкого султана. Совершенно великолепно. Можно быть, турецкого султана представляю, что там могло быть. А зеркало то же самое? То есть вот сама отражающая поверхность? Есть. Мы поставили зеркало бочком, чтобы можно было выиграть и одну, и вторую. Замечательно. Просто смотришь и понимаешь, что там сидела царица. Смотрела в это зеркало. А вот теперь я. Вопрос, который интересует мужскую половину населения – оружие. Мы знаем, что там еще будет представлено парадное оружие. Расскажите, какое? Награждали еще и оружием. Совершенно Эта традиция сейчас сохранилась тоже. Совершенно верно. И у нас есть 2 предмета екатерининского времени. Одно – это которое Екатерине было подарено от прусского курфюрста, а второе как раз наоборот, которое Екатерина заказывала для подарка Алексею Орлову Чесменскому, который фельдмаршал и главнокомандующий русского флота, за великолепные успехи, очень важные для России после заключения Кучук-Наджирского мира была как раз подарена вот эта сабля. Она украшена золотом, бриллиантами, с золотым эфесом, на ней много рубинов и, конечно... царский подарок. Совершенно верно, царский подарок с вензелем Екатерины II.
А из немножко более поздних, но, пожалуй, более значимо государственно, это представлен пистолет из большого набора, который получил русский император Николай I один после заключения Адрианопольского мира, второй тоже от турецкого султана Махмуда, после того, как русская армия помогла остановить армию Ибрагима Паши, двигавшуюся на Константинополь. Всего два у нас таких в Эрмитаже прибора. Они очень большие, состоят из нескольких предметов. Достаточно сказать, что в каждый входит чепрак, на одном 16 тысяч алмазов, на другом 8. 16 тысяч алмазов. Ну все, у меня дар речи просто пропал. Мы сейчас попробуем еще дальше уничтожить твой дар речи, потому что про украшения давайте тоже поговорим. Есть занимательное слово, оно звучит так: парюра. Да? Правильно? Правильней парюра. Парюра. Что ж такое? А я говорила. Это французское слово парюра. Что это? Что это за предмет такой? Вот первый раз просто слышу. Это не предмет, а название комплекта. Комплект женских украшений большой, называется парюра. В него входит много предметов. Серьги, кольцо, броши, головные повязки, ожерелья, часто пояс. Бывает все это в одном стиле выдержанном, естественно. Совершенно верно. И в зависимости от костюма или задачи он по-разному декоративно оформлен. И иногда это бывает полупарюра, то есть меньшее количество предметов, которые в него входят. В общем, и в 19 и 18 веке такое название было очень популярно. То есть гарнитур, вот мы говорим, да? То есть женский вот... Можно и так. Комплект, гарнитур, это парюра, теперь я знаю. Теперь я знаю, что я хочу парюру, У тебя есть кольцо, сережки. Ну и самый главный вопрос. Это История России претерпевала очень много трагичных моментов, войны. И многие ценности вывозились из России. Сейчас вот нынешняя коллекция, это все подлинники, которые были собраны по миру, или это где-то есть копии? Как дела обстоят вот с этим аспектом? Это все подлинники, и все, которые никогда не покидали Петербург. Все были в зимнедворских коллекциях, в разных бриллиантовых комнатах или комнатах драгоценностей, в которых хранились коронные бриллианты. Действительно, пути сложения коллекции и пути ее, может быть, некоторых утрат нелегки для каждого музейщика и для нашей страны в целом. Надо сказать, что в начале 20-го столетия, уже после революции, для пополнения валютного запаса страны некоторые вещи были из многих музеев, не только из Эрмитажа, проданы, и не все возвращены, вернулись потом на родину. Практически ничего не вернулось, многое было продано по договорам, и оно украшает многие либо частные, либо даже музейные собрания. Но как, конечно, замечательно, когда вещи представлены в музеях и их могут видеть, то некоторые вещи еще и возвращаются. И на выставке можно видеть часы, каминные часы, работают в мастерских фирмы Фаберже, которые были подарены Эрмитажу президентом страны Путиным в 2014 году, после того, как в связи с празднованием музеем своего 250-летия. Часы были проданы, часы ходили между разными коллекционерами по миру. В 2006 году были куплены одним из российских предпринимателей, и потом вот у него приобретены Путин. Ну, в общем, огромное количество интересного. Все это ждет нас. Я заинтригована. Да, давайте скажем. Спасибо большое. Приходите. Когда, в какое время? По-моему, с завтрашнего дня выставка будет Открытие. открыта для казанцев, и я думаю, что она доставит вам удовольствие. Она небольшая, но очень качественная. Но очень качественная, мы в этом абсолютно уверены. Спасибо большое. Спасибо вам. Пока мы находимся вот в таком приподнятом настроении, в приподнятом состоянии воодушевления, Камила Хакимуллина расскажет нам, что интересного происходит в Казани сегодня. Всем привет! Сегодня 5 июня, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Начинаем рубрику с анонса очень интересного спектакля, который вы сможете увидеть уже сегодня вечером. Внимание к сюжетам! Но не Ретро-концерт «Когда зажгутся фонари». Это театральный музыкально-поэтический рассказ, где музыка переплетается с поэзией Серебряного века. Он расскажет о том, над чем не властно время, о радости жизни, о счастье любить и быть любимым. Думаю, вам понравятся эти мероприятия, но если вам хочется увидеть что-то легкое и веселое, то следующий спектакль точно для вас. Смотрим! Мюзикл «Пыль в глаза».
История двух парижских семейств, дети которых любят друг друга и мечтают пожениться. Но родители, увлекшись неправдоподобными рассказами о себе, чуть не разрушили их счастье. Бесконечное пускание пыли в глаза рождает множество ситуаций, но разрешит их всех любовь. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Ну а чтобы вы не потерялись в сегодняшнем дне, сейчас продолжение астропрогноза. Весы, только от вас будет зависеть, ждет ли вас победа или поражение. Не ждите помощи со стороны, надейтесь только на себя. Признание и успех скорпионам гарантированы, но только в том случае, если их поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вечер проведите с детьми. Даже если у вас их нет. Стрелец, не стоит сегодня суетиться и пытаться объять необъятное. Проявите мудрость и терпение, прислушайтесь к советам людей с жизненным опытом. Козерогам гороскоп советует защитить себя всеми возможными способами от общения с неприятными людьми. Иначе возможны разочарования, ссоры, обиды, как иначе. Водолей, сегодня ваше материальное положение улучшится, а также наладится и укрепятся отношения с близким человеком. Обратите внимание на свое здоровье. Рыбы этот день будет наполнен противоречивыми событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с пассивным созерцанием действительности. Постарайтесь найти гармонию во всем этом. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Ну а вот что вы увидите завтра. Обзор летних лагерей. Куда отправить ребенка на отдых? Приятного аппетита! Готовим просто и со вкусом. Форма. Простые упражнения для бодрости тела и духа. Каждый будний день в 8:10 на телеканале ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». Ну а сегодня с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов. Все самое интересное только у нас. Так что встретимся завтра в 8:10 на ТНВ. А сегодня хорошего дня и пока. Удачи.